Здравствуйте, это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Пустые полки магазинов, отсутствие продуктов, товаров первой необходимости в умах и сердцах всех россиян все еще живы воспоминания о голодных 90-х. У кого-то, видимо, даже на генетическом уровне. Никто не хочет повторения той ситуации, именно поэтому во всех городах и селах нашей страны после введения санкций люди кинулись скупать продукты впрок. Специалисты утверждают, делать этого не стоит. Готова ли Якутия к санкциям, какие продукты подорожали и почему, сегодня нам расскажет заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Максим Прокопьев. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим Михайлович. Давайте начнем с такого философского вопроса. Да? Как вы считаете, что вообще сегодня движет теми людьми, которые сеют панику и скупают мешками туалетную бумагу, гречку, сахар, далее по списку? Ну, да, возможно, вы были правы, сказав о том, что все-таки свежие воспоминания граждан, которые помнят 90-е годы, да, период перестройки, соответственно, это все-таки, наверное, осталось у нас, у молодого поколения от родителей. Все-таки люди, скорее всего, пытаются обеспечить тем самым свою продовольственную безопасность. И, конечно же, это для них первоочередная задача — сохранить первую ячейку общества, свою семью, детей и так дальше. Конечно же, скорее всего, это вызвано этим порывом. То есть, просто инстинкт такой, конечно, да? Да, конечно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Максим Михайлович, а есть ли вообще сейчас покупательский ажиотаж? Мне кажется, что у нас в Якутии весной очень сложно понять вообще, то есть это из-за санкций или это просто жители заречных улусов, как всегда, приехали закупиться к закрытию переправы? Ну, да, это в том числе. Мы все понимаем, что живем в природно-климатических условиях, когда у нас ледоход весной, осенью ледостав. Соответственно, в этот период, конечно же, граждане уже привыкли обеспечивать себя запасами впрок на этот период, когда нету постоянного транспортного, особенности грузового сообщения, допустим, на реке Лена, в той же Западной Якутии, да, у нас тоже по верховьях Лены уже закрываются зимники. Конечно же, в этом плане и этот ажиотаж у граждан есть. Но, конечно, нужно учитывать тот фактор, что у нас граждане, исходя из текущей сложившейся ситуации, конечно же, понимают, что рост цен тоже в любом случае неизбежен, да? И поэтому обеспечивают, ходят и покупают впрок все продукты питания. То есть получается такое, круг такой получается, да, то есть люди бегут закупать продукты, соответственно. Ну да, на самом деле такая же ситуация была в 2020 году. Именно в начале это время. Пандемии. Да, конечно же, да. Вы помните, точно так же мы работали с отдельными решениями, грубо говоря, в ручном режиме тоже регулировали завоз, подвоз товаров для оптовых баз, для предприятий торговли. Точно такие же ситуации были. И я думаю, в прошлом году, в принципе, мы это прошли более-менее хорошо, а в 2020 году тоже сталкивались с аналогичными проблемами. Причем так странно, в 2020 году все бросились покупать туалетную бумагу и гречку. А на этот раз все ломанулись покупать сахар. Как-то вы это можете объяснить, нет? Предположить. Предположить вообще, сахар почему. все-таки, да, он биржевой товар, да, а он на всемирной бирже разыгрывается, соответственно, сахар, в принципе, в России производится из сахарной свеклы. Есть маленькая доля импортного сырья, это сахарный тростник, но он бывает в период, когда заканчиваются запасы как раз-таки своего российского сахара. Свеклы сахарной. Это как раз совпало с периодом зимы. И ряд производителей, заводов Российской Федерации, к сожалению, ограничили отпуск по своим ранее заключенным договорам, или планам, да,
Вот, допустим, в прошлом году мы вот с Сахарным союзом абсолютно не испытывали проблем, в 2021 году. В 2020 году приходилось тоже с Сахарным союзом в ежедневном режиме тоже вот, разговаривать, просить те или иные объемы сахара, чтобы поставили от того или иного производителя. Меняли производителей, находили другие заводы, замену. И это тоже все-таки повлияло. Новости все смотрят. И, соответственно, граждане решили, что ну, сахар вроде бы ну, не такой, возможно, каждодневный, да. Ну, понятно то, что при выпечке он используется, да, там при разведении каких-то напитков, Ну, морсов. осенью да. варенье варить. Но сейчас, к сожалению, ну, не сезон. Наверное, запасы ягод, они закончились, но ну, почему-то люди, да, все-таки понимают, что, возможно, будет в целом дефицит, покупают этот товар. Но все-таки сахар у нас в России производится, поэтому, скорее всего, это... Да, ну, буквально на этой неделе правительством Российской Федерации принято решение о запрете импорта сахара. И сахара сырца, и сахарной свеклы. Соответственно, ни сельхозпроизводители, ни заводы, которые делают сам продукт сахар, они уже сейчас лишены этой возможности. И, конечно же, это подтолкнет их ориентировать, перенаправлять свои потоки внутри страны. А среди предпринимателей нет ли сейчас ажиотажа по закупке товаров? Ведь многие сейчас явно решили сделать большие закупки, в связи с чем может быть проблема с транспортом, например, железными дорогами Якутии. Ну, давайте говорить откровенно. На самом деле есть у ряда предпринимателей такого рода проблемы, и это в первую очередь, опять же, связано с тем закупом, да, который предприниматели на самом деле планировали в период распутицы. Допустим, у нас предприниматель всегда закупается заблаговременно в период распутицы, но те запасы, к сожалению, вот тоже по определенным видам товаров, например, по тому же сахару, к сожалению, у ряда предпринимателей заканчивается. Вот мы с ними работаем, опять же, в ручном режиме, ну, готовим, чтобы их переговоры с сахарной зоной прошли успешно, и буквально ведем тот или иной вагон по номеру, чтобы был обеспечен зеленый коридор по железнодорожным путям для доставки на станции Нижний Пестях. Вот вопрос от зрителя. Есть товары, которые сегодня действительно стоят столько же, сколько 2 недели назад, но при этом все мы понимаем, что это старые запасы. Есть ли какие-то гарантии, что цена будет прежней, или это зависит от поставщиков, контрактов и так далее? Ну, здесь надо понимать, что есть товары абсолютно импортные. Да? Конечно, по ним мы предполагаем, что возможно рост цен ввиду изменения логистических схем поставок их в нашу страну. Да? Ну вот тут, кстати, считается, что мы, ну, Дальний Восток в целом, да, и Якутия, мы тут в меньшей степени зависим от логистики зарубежной. Но имеется в виду, что у нас основной поток-то все-таки не из Европы импорта, я понял, через да. Китай там и так далее. Правильно говорите, Ирина. Ну, смотрите, как раз-таки центральная часть нашей страны как раз логистику-то меняет. Соответственно, объемы они берут, вот как вы сказали правильно, из азиатской части, да, через Китай, Казахстан. А ранее, конечно же, у них были поставки из стран ЕС. И, соответственно, объемы, которые ранее хватало, да, ну, если по-простому говорить, для Дальнего Востока, Сибири, из азиатских стран, они, конечно же, сейчас уже переориентируются, и некоторая часть уходит в центральную часть. Соответственно, вот здесь, возможно, какие-то перебои, но не временные, да. Логистика вот так поменялась. Ну и контракты, поставщики тоже, ну вот это вот все. Ну да, конечно, по тоже европейским, из-за вот внешних санкций, которые экономически вводятся, ряд поставщиков абсолютно отказывается, ну, прекращают полностью любые контакты, и, соответственно, нашим торговле приходится переориентироваться и, соответственно, менять логистические схемы через другие каналы поставок. Ну, давайте вернемся все-таки к продуктовой безопасности. Как сейчас обстоят дела с запасами на складах у нас в Якутии? Все ли есть? Потому что, ну, в принципе, мы всегда из-за транспортной разобщенности, да, всегда была в какой-то степени ко всему готова.
Мы же впрок закупаемся. Да, ну вот тут надо сказать, что какие меры нами предпринимаются. Да? Ведется ежедневный мониторинг с начала марта. Мониторинг ведется в адрес, по всей стране, в адрес Минпромторга Российской Федерации по определенным видам продуктовых товаров и непродуктовых товаров. По продуктам по 11 видам Минпромторговский перечень составляет, но мы, понимая наши вот логистические схемы, да, особенности доставки, этот перечень расширили по продуктам. И ведем по 13 наименованиям общую мониторинг по всей республике запасов. А какие это продукты можете перечислить? Ну да, это сахар, тот же, да, крупы. Мы дополнили мукой в федеральном перечне, например, муки не было, например, да. Дополнили картошкой тоже, да, его тоже не было в федеральном перечне. А также другие виды, это мясо, это отдельно есть консервная продукция, макаронные изделия, яйцо куриное, есть еще детское питание, вот тоже вызывающее опасения, да, к сожалению, поставщики в основном, даже если производилось в Российской Федерации, то бенефициарами были иностранные компании. Ну, мы все знаем, да, это что порошковых, что пюрешных, отдельных видов товара. Ну, здесь вот по детскому питанию Минпромторгом предпринимается усилия, чтобы местные российские производители уже увеличивали объемы своих поставок. Ну и другие виды товаров, жизненно необходимые, которые у нас есть. Я уже говорил, это крупы, ассортимент он довольно широкий, ну и, соответственно, мы его дополняли со своей стороны. А товары первой необходимости, ну вот вы заговорили о детском питании, сейчас подорожали подгузники, например, везде. Ну да, Или где-то пропали, а где-то подорожали. Тоже правильно. Вот, конечно же, мы, например, это товары первой необходимости. В пандемию мы тоже ввели отдельный список, он даже был утвержден, перечень утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, вы помните, да, когда те или иные магазины, торгующие определенным перечнем, могли работать. Ну, например, это было в пандемию. Соответственно, мы этот перечень взяли за основу, но опять же дополнили с учетом сложившейся ситуации. Например, если там не было автомобильных запчастей, мы сейчас мониторинг это тоже отдельно ведем и предполагаем, что опять же из экономических санкций внешних у нас, возможно, будут дефициты. Но опять же надеемся на другие страны-импортеры, которые могут нам поставить данный вид товаров. То есть можно ли сказать, что в какой-то степени пандемия, ну вот 2020 год, вот это послужило такой некой тренировкой, что ли, для нас? Ну, можно так сказать, да. Такая тренировка была, и, соответственно, более-менее готовность. Допустим, даже на местах мы ведем мониторинг не только в разрезе республики, да, но и по каждому району и даже населенному пункту. И наши специалисты органов муниципальных образований очень нам в этом помогают. Кроме того, хорошая поддержка идет и Общероссийского народного фронта. Это независимые граждане, которые тоже ходят по магазинам, смотрят наличие тех или иных товаров, либо их отсутствие, и дают соответствующие сигналы. А главный вопрос все-таки это ценообразование. Кто его регулирует и как проходит проверка? По ценообразованию регулирование идет в пределах тарифных надбавок, так называемых, да, которые приняты по отдельным населенным пунктам. Ну, вот, например, по городу Якутску тарифные надбавки приняты по 13 продуктам питания. Но в соседнем городском округе Жатай этот список, перечень намного шире и составляет 26. Соответственно, то есть это муниципалитет сам определяет, да? По каждому муниципальному образованию в свое время муниципалитет определил свой перечень товаров, по которым приняты торговые надбавки. Государственный комитет по ценовой политике с 2022 года, вот с текущего года, эти полномочия забрал обратно от муниципалитетов, и теперь уже сам госкомитет, орган исполнительной власти, устанавливает эти торговые надбавки. Ну, и единый перечень тогда для всех получается, да? Нет, Госкомцен пока оставил перечень таким, каким его приняли до этого муниципальные образования. Ну, по мере необходимости они, конечно же, смотрят, мониторят и могут изменять этот перечень. Совершенно правильно говорите.
устанавливать те или иные, добавлять либо убавлять. Сообщить о случаях необоснованного превышения цен можно по горячей линии Госкомцена 8 41 12 34 34 37. Я знаю, что работает сейчас суперштаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка, да, на территории нашей республики, и также еще межведомственная комиссия по вопросам развития потребительского рынка в регионе. Что сейчас на повестке? Ну, оперштаб, во-первых, нужно немножко, наверное, раскрыть его состав. Это не только органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия. В состав оперштаба также вошли уполномоченные по правам предпринимателей по Республике Саха-Якутия. Кроме того, федеральные органы, надзорные органы, да, в том числе Управление Федеральной антимонопольной службы, да, Роспотребнадзор служба тоже есть, органы статистики тоже присутствуют. Ну и самое главное, это то, что есть сами предприниматели в этом оперштабе. Это представили все кандидатуры от общественных организаций. Опора России, там, да, так далее, да? Да, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата. Соответственно, предприниматели как раз-таки имеют возможность непосредственно вносить те или иные быстрые коррективы или предложения, чтобы на оперштабе оперативно их решать. Будь то обращение в правительство Российской Федерации, будь то решение какого-то локального, муниципального вопроса, там, ну, допустим, там, автомобильной дороги или переправе. Ну и судя из названия самого оперштаб, то там получается ежедневно или там каждые 2 дня. Ну да, периодичность, она очень... Ну, в первые дни марта, невзирая на праздники, мы очень активно работали. Ну и сейчас продолжаем эту работу. У нас благодаря вот развитию сетей все-таки и по телефону, не только по телефону, но и по другим мессенджерам общаемся. Соответственно, решение принимается очень быстро. Будь то отслеживание того или иного вагона, либо реакция на увеличение или отсутствие увеличение цены, либо отсутствие того или иного вида товаров на полках. Вот сейчас появился такой термин, как, ну, с продуктовой безопасностью более-менее понятно. А что такое продуктовая инфляция? Ну, продуктовую инфляцию ее можно называть как индекс потребительских цен, ИПЦ, да? Он формируется ежегодно. Вот по итогам прошлого года был порядка 8% у нас в стране в целом. И формируется он все-таки как динамика роста цен в определенный взятый период. Например, ИПЦ делается ежемесячно, а общая годовая тоже сформируется с учетом показателей по каждому месяцу. Но это вот сложный экономический термин, если проще говоря. Стоимость там, борщевого набора, скажем, да, например. Во времени. Во времени. Да, во времени. То есть есть исходная база, ну, например, там январь, да, начало года было такое-то. К концу года, к декабрю у нас стало, соответственно, это будет инфляция годовая. Есть инфляция месячная. Допустим, на начало месяца стоимость была такой, и в течение месяца она увеличилась либо уменьшилась. Ну, дефляция, если уменьшилась, это уже дефляция. Ну, пока мы живем в формате инфляции. Ага. Ну, то есть вот эта продуктовая инфляция, она зависит от общей инфляции, да? Да, конечно. Но она в первую очередь отражает, она внутри состава. Но в общей инфляции там, конечно же, учитывается там и курсовая разница, промпродукция, ну, динамика производственная. Но это сложный экономический термин, соответственно, для человека все-таки ближе изменение, можно просто по-простому сказать, изменение цены на определенный вид товара, ну, который он в каком-то ежедневно. периоде, допустим, по сравнению с каким-то периодом. Расскажите про северные арктические районы. Как вы с ними будете работать? Есть ли какие-то особые предложения министерства? Ну, да, по северным арктическим районам мы издревле всегда, у нас даже термин, да, есть в Российской Федерации «северный завоз», который как раз-таки был начат и активно использование его мы ввели из Республики Саха-Якутия. Да? И, соответственно, для них обязательно смотрится, ну, мы смотрим, уделяем большое внимание. Есть определенный оператор, это Якутопторг,
который обеспечивает как раз-таки завоз продуктов социально значимых именно на арктической зоны, для населения арктической зоны. А Якутопторг в настоящий момент покрывает по социально значимым продуктам питания порядка 80%. Конечно же, в общей доле торговли, если по Арктике говорить, прод, не прод, да, Якутопторг, если занимает 10%, все остальное заводится предпринимателя. Но если говорить по сегменте социально значимых продуктов питания, то он занимает самую большую долю рынка. Конечно же, вот предприниматели возят, ну, допустим, ту же минеральную воду, которая не социально значимая продукт питания, или там хлопья, ну, например. Соответственно, ассортимент широкий, а по социально значимому Якутопторг у нас основной оператор. Но невзирая на это, предприниматели тоже очень обеспокоены сложившейся ситуацией. И с арктическими районами мы тоже в каждодневном режиме с отдельными предпринимателями, хоть в основном сейчас как раз все приехали сейчас. Зимник-то, мы знаем, закрывается в апреле, и, соответственно, это сейчас самый последний завоз, который закуп и завоз, который они сейчас осуществляют. И мы им помогаем в плане поиска оптовых поставщиков здесь, что в Якутске, что в Нижнем Бесяке. Конечно же, есть определенные проблемы по отдельным видам товаров, тот же сахар. Ну, наверное, закуп уже по другим ценам приходится делать. Совершенно верно, да. Закуп уже приходится делать по другим ценам, по новым ценам, которые из-за того, что увеличили поставщики, производители товаров. Ну и это новый завоз, соответственно, приходится и в том числе увеличивать цены там, на местах. То есть он уже обойдется дороже в любом Конечно. случае. Да. Но с другой стороны, мы же говорим о том, что любой кризис, санкции открывают также окно возможностей. Да? И если зарубежные фирмы с рынка уходят, в этой связи у российских производителей появляется шанс заявить о себе. Вот у кого из производителей наших республиканских есть перспективы, по вашему мнению? Ну, если смотреть локально и масштабно, то начнем от локального. Вот тоже детское питание, например, да? Если это огромный пласт работы, допустим, обеспечить детским питанием, например, в городе Якутске. Ну, хотя бы здесь начать, да? А дальше это распространится по нашим населенным пунктам. Детскую кухню возобновить. Вот это тоже в области продуктов питания. Ниша, которую можно занять, заменив импортным товаром, да? Заменив этот импортный товар. Конечно же, большой пласт по IT-услугам может быть, да? Это наши программисты очень сильные в этом плане. Или, например, производство тех или иных местных производств, которые бы заменили импортные товары. Да? Конечно, широкий спектр это может быть, ввиду того, что мы всегда до этого говорили, что местное производство всегда дороже, да? Всегда дороже, там, начиная от обуви, предметов обихода, да? Но сейчас с учетом вот роста, курсового роста, да, увеличения других экономических параметров, настала пора, когда местный производитель себестоимость производства того или иного вида товаров будет конкурентоспособной с импортным товаром. Это важно очень понимать нашим предпринимателям. И я надеюсь, что ряд наших предпринимателей сможет переориентироваться и занять эти ниши. Ну вот, кстати, детское питание, еще вот эти корма для животных. Конечно, конечно. Тот же туалет для животных, ну, например, абсорбенты у нас, слава богу, очень много. Тот же циолит, например. Да? Допустим, любые те товары, которые на самом деле можем заменить. Здесь на самом деле фантазии и с учетом анализа, да, любой предприниматель по мере своей возможности может найти тот или иной товар и начать его производить. Ну, то есть сейчас как раз вот время для производства, да? Да, не только продуктовые линейки, но мы не должны только ориентироваться на продуктовую линейку, на наш агропромышленный комплекс, да? Ну и смотреть другие бытовые товары, которые мы можем производить и заменять их, и совершенно свободно конкурировать с увеличенной стоимостью того же импортного товара. Я не говорю, что завтра импортные товары
абсолютно исчезнут. В любом случае логистические каналы поставок они будут, но мы уже сможем с той новой ее дорогой ценой наш товар здесь может конкурировать. А как вы считаете, какие перспективы есть у туризма? Вот. Да, ну туризм абсолютно сейчас самая вот та отрасль, которая ей суждено, так сказать, развиваться. Ну вот, если вот в республике сейчас 23 официальных оператора, которые в едином реестре Российской Федерации зарегистрированы, они осуществляют не только выездной туризм, да, но и въездной. И, соответственно, для них появляется вот окно возможностей, и в том числе для увеличения потоков. Это первое. Благодаря этому ну, способствует в том числе вот эта программа туристического кэшбэка. Я вот туроператорами мы тоже встречаемся постоянно и говорим, чтобы они максимально входили в эту программу. Соответственно, вот те же билеты, ну, путевка, допустим, в Якутии, если она ну, образно стоит 100 тысяч рублей, турист, воспользовавшийся туристическим кэшбэком, оплативший турпакет через картой МИР, да, ему на эту карту обратно возвратится 25 тысяч рублей, ну 25%. Да. И это самое хорошее, то, что это безболезненно для туроператора, потому что эти деньги возвращаются из федерального бюджета. То есть туроператор как получал 100 рублей вот свои, и, соответственно, он точно так же их и будет получать. И это, допустим, привлекательно для туриста. А говорить о наших красотах, нашей Якутии очень хорошо мы знаем и очень ждем нашего российского туриста, не иностранного, Ну вот, кстати, российского. в пандемию количество российских туристов выросло. Да, да, вот, конечно, вот 2019 год у нас пока является наиболее рекордным. 200 тысяч туристических поездок – это официальная статистика от средств размещения, которые мы берем, да? В 2020 году, конечно же, был спад. Вот по прошлому году, итогам прошлого, мы оцениваем, что в 2020 году порядка 90 тысяч, до 100, меньше 100 тысяч было. В 2021 году, по итогам, мы ожидаем что, общее количество, что, ну, статистика когда будет, 115 тысяч. То есть постепенно рост он имеется, и качественный состав, если смотреть, иностранных туристов, конечно же, в 2020 году было гораздо меньше, в разы. Да, в 2,5 раза практически. И, соответственно, сейчас наш турист поменялся. Это наш российский турист, с которым мы говорим на одном языке, для которого понятие природы очень близко, российская душа. Да? И, соответственно, невзирая на погоду, зима наша холодная, весна наша рассвет, лето наш событийный туризм СФ, национальный, культурный, да, осень, охота, рыбалка, муха та же самая, да, это очень привлекательно для души российской, потому что они где-то все равно слышали про Якутию и, конечно же, понимают даже вот тот же промтуризм, да, а где добывают алмаз? Посмотреть на самую большую рукотворную человеком яму, да, грубо говоря, мирный наш, да, или шахты наши в Нерингре, тоже горячие источники, вот наход тоже, да. Это тоже очень, на самом деле, привлекательный вид, где туристы как раз могут, ну, туристы, я имею в виду туроператоры и объекты размещения, туркомплексы, предприниматели, занимающиеся в этой сфере, могут увеличить свои потоки и, соответственно, развиваться. А вот этот кэшбэк по карте МИР, он у наших туроператоров тоже работает, да? Да, он работает. Пока не все 23 туроператора в него вошли, но там процедура довольно-таки емкая, там вопросы раскрытия информации. Там. Но тем не менее, если я куплю у сертифицированного оператора Конечно. тур, я могу рассчитывать на кэшбэк по карте МИР, Конечно. Да? Вот те же Ленские столбы, вот этим туроператорам вы можете спокойно воспользоваться, оплатив это картой МИР. Это самое главное условие, конечно. А дальше... И четверть стоимости этой путевки на теплоход мне вернется, да? Да, совершенно верно. Давайте представим ситуацию, что вот у меня есть стартовый капитал, небольшой, но достаточно для того, чтобы снять какое-нибудь небольшое помещение, закупить оборудование, там, какую-то рекламу дать, взять несколько человек персонала. В каком направлении вот, советовали бы двигаться?
Ну, это вот ранее, как я говорил, подумать насчет импортозамещения производства, да. Ну, конечно же, завод открыть не получится, но какие-то отдельные виды продукции уже можно будет производить. Вторая ниша, вот тоже уже озвучила, это возможности в сфере туризма, какую-то нишу свою занять, да. Понятно, что Ленские столбы, они уже, ну, где-то рядом можно, тоже земля есть, слава богу, да, напротив, через реку, или где-то можно эту тоже нишу занять. Либо в перевозках тех же транспортных для осуществления туристических поездок. Но, ну, на мой взгляд, тоже привлекательно. Сейчас очень будет вопросы вот с логистикой, да, связанные, с налаживанием контактов с другими странами. Особенности вот теми странами, которые в отношении нас не вводили экономические санкции, С внешнеэкономические. китайцами. Ну, в том числе, да. Соответственно, в этом направлении нам Не надо было мне бросать китайский язык. Ну, вот видите, да. Вот это тоже ниша, на самом деле. Но очень много программ помощи предпринимателям нашего региона. Давайте о самых востребованных расскажем. Ну, из ранее действующих, ну, постоянно действующих мер поддержки у нас очень востребованной меняется как раз-таки субсидия на возмещение затрат для местных товаропроизводителей. Да? Самый наибольший конкурс у нас по этой субсидии. На втором месте субсидия вот по туристической сфере. Ну и отдельная вот востребованность имеет социальное предпринимательство, субсидия на предоставление услуг для предпринимателей, которые заняты в социальной сфере. Вот, кстати, там же гранты, да, по 500 тысяч они должны получить, и социальные предприниматели. Да, совершенно верно. А кто относится к этой группе и что нужно сделать для того, чтобы те оказали такую помощь? Ну, в первую очередь нужно состоять в реестре социального предпринимательства. Да? Реестр формируем мы. В настоящий момент, вот сейчас даже ведется прием заявок. Этот реестр был в прошлом году сформирован, сейчас мы его обновляем ежегодно. До 30 апреля предприниматели, занятые в сферах социального бизнеса, да, это первое условие. Всего 4 условия всего. Если ты занят в предоставлении услуг в области образования, сферы здравоохранения, культуры, спорта, это социальное предпринимательство. Образование, здравоохранение, культура, спорт, да? То есть... Второе условие. Одному из 4 условий нужно соответствовать. Второе условие, если у тебя... То есть фитнес-клуб, допустим, это тоже социальное предпринимательство, конечно, да? Даже вот кружки там по футболу, баскетболу, которые индивидуальные предприниматели организуют, для детей, для старшего поколения, для граждан, это тоже на самом деле социальное предпринимательство. То есть это не только частные детские сады и медицинские клиники. Да, это не только этот спектр, соответственно, это широкий спектр, который можно осуществлять. И второе, а стоматология это тоже социальное предпринимательство? Ну да, это у них есть как раз-таки медицинская лицензия, осуществлять медицинскую деятельность тоже могут состоять в реестре социального бьюти-сфера, если у них есть, если есть медицинская, да, косметологические услуги, лицензия там? Да, если есть медицинская лицензия, конечно, это тоже может Только если есть лицензия? Ну да, медицинская лицензия, на осуществление медицинской деятельности. Потому что не все виды, насколько я знаю, вот, ну, ногтевого сервиса, там, ну, там же разные, я не могу полностью сказать, виды услуг, да, подпадают под медицинское лицензирование. Ну, кто-то, может, делает и не медицинского вида услуги. И второе условие, это если у предпринимателя заняты граждане отдельных категорий граждан. Ну, люди с ограниченными возможностями. Допустим, неважно, осуществляет он транспортные услуги, вот этот предприниматель, но у него в найме, если у него работник есть гражданин с ограниченными возможностями, это тоже предприниматель претендует, чтобы стать социальным предпринимателем. То есть, например, массажный салон, где работают слепые, например. Абсолютно верно. Да, они у нас в реестре вот девушки состоят, они тоже работают. И третье направление, если предприниматель реализует услуги для социальных предпринимателей. Ой, граждан, извиняюсь, социальных граждан, да, это разного рода, либо производит. Допустим, кто-то делает протезы, да, для людей с ограниченными возможностями. Вот эти производства, ну, их, конечно, в Якутии мало, но
это тоже может подпасть под эту сферу. И четвертое, это если сам предприниматель является гражданином с ограниченными возможностями. Таких у нас много. ИП предприниматели открывают. Есть разного вида сферы, в которых они заняты. Это начиная от консалтинга, прозвонки, в сфере компьютерной технологии ребята работают, да? Либо в сфере, допустим, кройки, шитья, там, вышивания. Ну, много вот машина такой трудоемкой работы, которые монотонной работы наши граждане, сидя, спокойно осуществляют, граждане с ограниченными Ну вот возможностями. мелкий и средний бизнес, нет, особенно мелкий бизнес, мини-бизнес, да, люди самозанятые, которые вот сидели в Инстаграме, и те же ноготочки, те же там тортики, там так далее, и так далее. Вот сейчас они Потеряли да, платформу. потеряли платформу, что с ними будет, как-то вы им планируете помогать? Ну, здесь, я думаю, решение будет принято на страновом уровне, в связи с тем, что будут открыты какие-то другие платформы, да, где предприниматели смогут найти своих клиентов, подавать себя. И, соответственно, возможно, даже это будет намного дешевле, чем те же платформы, которые, к сожалению, перестали свою работу вести на территории Российской Федерации, ввиду того, что они там высказываются, к сожалению, очень плохо. Ну и время у нас подошло к концу, да? Благодарю вас, Максим Михайлович, за интересную беседу. Желаю успехов в вашей сложной ответственной работе, успехов предпринимателю. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.